В этом совещании приняли участие руководители профильных федеральных министерств и ведомств. От Ингушетии на мероприятии присутствовал председатель правительства республики Владимир Сластенин. На заседании рассмотрели инструменты по обеспечению системы здравоохранения лекарственными препаратами и медицинскими расходными материалами, а также способы развития сельского хозяйства в продиктованной внешними ограничениями ситуации. Вместе с тем, отдельно говорилось о содействии малому и среднему бизнесу. Правительством страны планируется ввести мораторий на плановые и внеплановые проверки предпринимателей вне зависимости от масштабов и оборота предприятия, за исключением опасных производств и соцобъектов. В разработке находится комплекс мер, которые значительно облегчат работу для ИП, малого и среднего бизнеса. В Ингушетии разработан план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития субъекта в условиях внешнего санкционного давления. Проведено 2 совещания с субъектами МСП, субъектами инвестиционной деятельности, кредитными учреждениями, бизнес-сообществом, всеми институтами развития, общественными организациями, с участием глав муниципалитетов, федеральных органов власти. Предложения по поддержке субъектов МСП направлены в федеральные отраслевые органы исполнительной власти в указанный срок. Проведены переговоры с представителями МСП-банка о докапитализации Фонда поддержки предпринимательства Республики Ингушетия и финансирования проектов высокой степени готовности. Субъектам МСП в сферах обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, IT, медицины, розничной торговли, транспорта и социальных услуг представлено право на кредитные каникулы. Либо отсрочку по возврату кредита на срок до 6 месяцев, при этом срок определяет сам заемщик, либо уменьшение размера кредитных платежей в течение 6 месяцев. При этом заемщик вправе обратиться за отсрочкой или уменьшением ежемесячных платежей в свой банк до 30 сентября 2022 года, и банк не вправе ему отказать. Примерный портфель – это 4 триллиона рублей. То есть вот этот перечень отраслей, которых я зачитал, это примерно половина от всего 8-триллионного портфеля на субъектов МСП. Значит, соответственно, под кредитные каникулы они попали. Далее, значит, нами запущены 4 программы общим объемом 1 триллион рублей для поддержки малого бизнеса. Значит, во-первых, Банком России предоставлено льготное фондирование 36 крупнейшим коммерческим банкам на 340 миллиардов рублей на цели оборотного кредитования МСП. Выдача уже начаты. Ставка по кредитам за счет этого фондирования: средний бизнес 13,5%, малый микро 15%. Срок до года. Размер кредита, то, что вы вчера